Здравствуйте, меня зовут Федоров Михаил. Я ученик 7 Б класса Бердянской общеобразовательной школы имени Семена Петровича Данилова. Тема моего доклада — лесные пожары в Республике Саха-Якутия. Моим научным руководителем является учитель математики Новикова Елена Константиновна. Для своего проекта я выбрал тему лесных пожаров, так как они являются одной из серьезнейших проблем наших лесов. В последние годы лето на территории Республики Саха-Якутия отличилось повышением температурами в условиях малого количества осадков, что в свою очередь приводило к возникновению большого количества лесных пожаров. К огромнейшему, к сожалению, наша республика уже который год занимает лидирующее место в России по количеству лесных пожаров, возникших на территории лесного фонда. Целью проекта является привлечение внимания населения к проблеме лесных пожаров. Были поставлены следующие задачи: ознакомление с литературой на тему лесных пожаров, изучение статистики лесных пожаров на территории России и Якутии в частности, составлением и решением задач, апробацией задач среди своих одноклассников. Объект исследования — процесс составления и решения задач, предмет задачи на тему лесов и лесных пожаров. Гипотеза решения задач, основанных на реальных событиях, способствует углублению знаний о лесных пожарах, а также выступает предпосылкой для воспитания подрастающей молодежи правильного отношения к природе. Практическая ценность состоит в том, что составленный сборник будет использоваться в качестве дидактического материала для преподавания математики. Методы проведения исследования информации в глобальных компьютерных сетях, тестирование учащихся, составление и решение задач. Лес является одним из замечательных творений природы. Это один из источников кислорода на Земле. Гигантский естественный фильтр, очищающий атмосферу от углекислоты и вредных газов. Лес, с одной стороны, является источником ценных сырьевых ресурсов, а с другой — специфическим территориальным образованием, сообществом организмов, играющим важную роль в поддержании экологического равновесия на различных территориях. В большинстве случаев виновником возникновения лесных пожаров оказывается человек, его небрежность при использовании в лесу огнем во время работы или отдыха. По характеру распространения лесные пожары подразделяются на низовые, верховые и подземные. Общая площадь земель лесного фонда Республики Саха-Якутия — 255 631 тысяча гектар. Лесистость — 46,6%. Общий запас древесины на корню — 8917 миллионов метров в кубе. Леса по площади, запасу и преобладающим породам размещены крайне неравномерно. Лесистость колеблется от 93% в южных улусах до 25% в северных. Более 98% лесов составляют ценные хвойные леса. Главной лесообразующей породой является даурская лиственница. Перед вами представлена карта площади лесных пожаров по регионам Российской Федерации. Как вы можете заметить, подавляющее большинство пожаров было зафиксировано в Якутии. В прошлом году сгорело около 9,5 гектаров земли. Наибольший рост пожаров в регионе наблюдается в 2021 году. Площадь, охваченная огнем, увеличивается почти в 1,8 раза. В течение последних 4 лет площадь ежегодных пожаров выросла в 2,7 раза. Работу над проектом начал с того, что решил выяснить, насколько хорошо ребята моего класса знают о лесных пожарах. Для этого был составлен тест из 10 вопросов и предложен одноклассникам. Результаты опроса оказались следующими. Получив такие результаты, решил составить задачи о лесах и лесных пожарах и предложил это сделать своим одноклассникам. Работа над сборником включали несколько этапов: сбор информационного материала, составление задач разного типа, оформление задач в печатном виде, подбор и самостоятельное выполнение иллюстраций к задачам, создание сборника задач. Определившись с тематикой задачи, выбирали математические содержания и тип задачи. Задача должна была решаться средством арифметики и относиться к одной из следующих тем: действия с натуральными числами, действия с десятичными и обыкновенными дробами, диаграммы задачи, решаемые с помощью уравнений. Алгоритм составления условий задачи: выписка из информационной справки всех числовых данных, устанавливание зависимости между числовыми данными,
вычисление одного или нескольких неизвестных величин через известные величины, составление условий задачи и формулировка вопроса. Оформление задач. В ходе работы над докладом был создан сборник задач о лесе и лесных пожарах, в котором собрано 20 задач. Все задачи были оформлены в электронном виде. Задачи сопровождаются информационной справкой, иллюстрациями и ответами. В 7 классе провели апробацию задач. Было предложено решить 4 задачи из сборника. Провели анкетирование на вопросы: понравилось ли вам решать такие задачи? Хотели ли решать такие задачи на уроках математики? Подавляющее большинство было «за». По итогам анализа выяснил, что ребятам нравится решать такие задачи. Эти задачи можно решать на уроках математики или в неурочных занятиях. В результате работы я пришел к выводу, что проблема лесных пожаров имеет глобальный характер для Республики Саха-Якутия и всей страны в целом. Ее необходимо рассматривать как экологическую трагедию. Пожары усиливают неблагоприятную экологическую обстановку, выбрасывают в атмосферу вредные вещества, происходит загрязнение почв тяжелыми металлами, снижается потенциал здоровья населения. Изучив литературу по теме исследований, собрав цифры и факты о лесных пожарах и используя эти данные, был создан сборник задач. Задачи сопровождаются информационной справкой и ответами. Провели апробацию задач в 7 классах, выяснили, что 7-классникам нравится решать задачи, способствующие расширению кругозора. Решение задач из этого сборника будет способствовать духовно-нравственному воспитанию на уроках математики. Наш сборник будет использоваться в качестве дидактического материала для преподавания математики в школе. Тем самым мы внесем вклад в развитие и воспитание подрастающей молодежи правильного отношения к природе. Спасибо за внимание.